В сегодняшнем евангельском повествовании мы с вами слышали всем хорошо известные нам слова, обращенные Господом каждому, кто является Его последователем. Мы много раз уже слышали этот Божий призыв, обращенный к нам. А он вот каков. «Аще кто хочет за мной идти, да отвержется себя и возьмет крест свой и последует за мной». Казалось бы, слышали, знаем об этом призыве Божьем. И тем не менее, к сожалению, для многих из нас этот призыв остается лишь только звуком. И ничего не происходит, никаких изменений не происходит в нашей жизни. А ведь крест, и это мы с вами должны отчетливо понимать и осознавать, каждого из нас ставит перед выбором. Или быть с Богом, или быть вне Его. Вот, к сожалению, современное человечество выбирает второй вариант. Жизнь без Бога. Потому что человеку кажется, что без Бога ему жить намного легче и свободнее. Потому что Бог ограничивает его в его свободе. Он как бы не позволяет и не дает человеку жить так, как ему самому хотелось бы. Но вот мы с вами, верующие во Христа люди, разве мы, к сожалению, для самих себя, хотя и веруем во Христа, а значит и веруем в Его крест, тем не менее продолжаем жить так, как будто Господь и не приходил на эту землю, как будто Он и не распинался ради нас и ради нашего спасения на кресте, как будто бы Он и не проливал за нас свою пречистую божественную кровь. Крест – это свидетельство неизреченной, таинственной и непостижимой для человеческого разума любви Божией. Ибо сказано в Священном Писании: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я не случайно повторил эти очень важные для каждого нас слова. Мы веруем в надежде на то, что не погибнем, но будем иметь вечную, нескончаемую и блаженную жизнь. Но при этом каждый из нас должен также понимать, что эта вечная жизнь для нас с вами открывается не там, на небе. Она открывается уже здесь, на земле. И если мы с вами уже здесь, на земле, сподобимся стать причастными этой вечной жизни, то, конечно же, во всей полноте она откроется для нас и там, в жизни будущего века. Вот о чем всем нам сегодня напоминает Церковь. Конечно же, уже пройдена половина пути нашего великопостного делания. Уже можно начинать делать выводы,
А что произошло в моей жизни в эти последние дни? Стал ли я чище? Стал ли я добрее? Готов ли я прекратить осуждение окружающих меня людей? Другими словами, готов ли я увидеть в другом человеке образ Божий, то есть увидеть самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот сегодня, совершая поклонение, целование кресту Христову, пусть каждый из нас попросит у Бога помощи и поддержки в том делании, которое мы с вами призваны совершать в этой жизни. За каждой литургией, прежде священных даров, которые совершаются в дни Святого Великого Поста, мы с вами слышим возглас священнослужителя: «Свет Христов просвещает всех». Вот сегодня этот свет Христов изливается от самого креста. И он должен и озарить, и просветить, и осветить этот божественный свет каждого из нас. Господь посылает нам свою божественную благодать, посылает нам свой свет. Но оказывается, от каждого из нас зависит, насколько мы готовы воспринять этот божественный свет. И поэтому не случайно я еще раз хочу повторить те слова, которые мы слышали с вами сегодня во время божественной литургии, во время евангельского повествования. «Аще кто хочет за мной идти, — говорит Господь, — да отвергнется себя и возьмет крест свой». Вот каждый из нас для того, чтобы действительно восприять этот свет, исходящий от креста Господня, должен прежде всего постараться взять свой личный жизненный крест на самого себя. А что это означает, братья и сестры? Что значит принять на себя крест, который дан каждому из нас самим Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом? А взять на себя крест Христов — это значит безропотно принять те скорби, те болезни, те нестроения, те переживания, которые, естественно, встречаются на нашем жизненном пути. И при этом нести все это безропотно, как, к сожалению, мы готовы проклятие туда на небо Богу посылать от того, что, как нам кажется, мы живем не совсем правильно, что Бог якобы забывает о нас, а если помнит, то ничего не делает для того, чтобы нам стало легче на этом жизненном пути. Но как, к сожалению, мы с вами при этом глубоко ошибаемся. Бог все делает для того, чтобы нам было как можно легче шествовать нашим жизненным путем. Он все для этого сделал. Я еще раз повторяю: ибо так Он возлюбил человека, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий из нас не погиб, но чтобы все мы с вами имели жизнь вечную.